Трагедия под Томском. 10 мигрантов из Центральной Азии и одна россиянка заживо сгорели в одноэтажном деревянном общежитии на местной лесопилке. Власти говорят об электрозамыкании. Местные жители не исключают умышленного поджога. Русским они платили, если наличкой забираешь, отдают 800 рублей. А так 1000 платили. Узбекам вроде платили больше. Поэтому тут неизвестно, может, их подожгли. Узбекистан не вступит в Евразийский экономический союз. Что стоит за таким решением официального Ташкента и чего тут больше, экономики или политики? Ответы на эти вопросы в нашей сегодняшней программе. Блогеру Нафасат Алушукуровой удалось сбежать из Узбекистана. Ранее за оппозиционную деятельность ее принудительно поместили в психдиспансер. Нам удалось встретиться с Нафасат и взять у нее эксклюзивное интервью о пытках, бесчеловечном отношении и многом другом. Физическое воздействие – это пытки. Меня таскали за волосы. К сожалению, я не могу рассказать вам обо всем. В заключение от меня в основном требовали показания против Дусназара Худайназара и Мухаммада Салиха. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время. Азия» в бишкекской студии. Я Шавкат Тургаев. Здравствуйте. В Томской области России в пожаре погибли 11 человек, 10 граждан Узбекистана и одна россиянка. Огонь в одноэтажном деревянном здании вспыхнул примерно в 4 утра. По свидетельству местных жителей, к моменту прибытия пожарных дом уже сгорел полностью. 2 человека смогли выбраться сами. По мнению следователей, на окнах общежития были решетки, которые, скорее всего, помешали людям выйти из здания, рассказывает Акрам Абдукахор. По предварительным данным, пожар возник из-за неисправного электрооборудования. В администрации Томской области заявили, что в каждой комнате общежития были установлены дополнительные обогреватели, а проводка в здание была переброшена с дерева. На момент прибытия первого подразделения строение было полностью охвачено огнем. Площадь пожара составила 208 квадратных метров. Из строения самостоятельно эвакуировались 2 человека. При разборе обрушившейся конструкции по состоянию на 11 утра местного времени найдены тела 11 человек. Их личности устанавливаются. Здание общежития арендовала компания по производству пиломатериалов Greenwood, которая принадлежит гражданину Китая. Областные власти поспешно заявили, что помещение, в котором жили люди, не было оформлено как жилое. Однако томские журналисты выяснили, что жильцы дома были официально в нем зарегистрированы и работали в поселке на законных основаниях. Раньше была здесь контора. Когда здесь Финарт был, была контора. А потом его сделали как под общежитие. И вот с Узбекистана приехали, они вот жили в этом общежитии. Вы знали вообще этих людей? Ну так, постольку. Так, встречались, здравствуй, до свидания, так. Они чем занимались здесь? На лесопилке работали. 2 вообще вчера приехали, да, или позавчера? Вот только что приехали. Молодые ребята все эти такие. По факту гибели 11 человек следственные органы возбудили уголовное дело по 109 статье «Причинение смерти по неосторожности 2 и более лицам». Однако некоторые местные жители, те, кто работали с компанией Greenwood, не исключают, что общежитие могли поджечь. Это они вот недавно, по-моему, год она как работают здесь, приехали. Вроде еще хотели привезти, еще узбеков. 25 человек, что ли, они говорили. Русским они платили, если наличкой забираешь, отдают 800 рублей. А так 1000 платили. Узбекам вроде платили больше. Поэтому тут неизвестно, может, их подожгли. 800 это за что? За смену. А что вы имеете в виду, не любили русских? Ну, русские выпивают, потому что по утрам ему приходилось ездить искать народ. Не все на работу выходили. Вот они привезли узбеков, что узбеки работают. В любое время можно выдернуть ее. Так что вот, поэтому понабрали узбеков. Между тем, глава Следственного комитета России поручил своим томским подчиненным тщательно исследовать место происшествия. Александр Бастрыкин дал указания о назначении и проведении комплекса необходимых экспертных исследований для установления истинной причины пожара и всех обстоятельств произошедшего. Организация гражданской авиации Ирана опубликовала 2-й отчет о крушении украинского Боинга. В этом документе Иран признает, что самолет был сбит 2 ракетами класса «Земля-воздух» малого радиуса действия из зенитно-ракетного комплекса «Торем-1» российского производства. Лайнер вылетел из аэропорта Тегерана в 6:12 утра, появился на радаре в 6:15 и не был обнаружен следующим сканированием в 6:18. После попадания ракет самолет начал стремительно терять высоту, он отклонился от курса, пролетел мимо жилого района и упал на землю в общественном парке. Там Боинг пересек футбольное поле,
контроле, столкнулся с препятствием и загорелся. Судя по опубликованному неделю назад видео, иранский СР-1 выпустил ракеты с интервалом около 30 секунд. Вторая ракета попросту добила цель. После этого никаких запусков ракет в указанном районе зафиксировано не было. Это, по всей видимости, противоречит версии иранской стороны о том, что силы ПВО «Ксир», обстрелявшие самолет, считали, что противостоят ракетной атаке американцев. Иранские власти также признали, что для расшифровки черных ящиков в стране нет возможности. Ранее власти Ирана отказывались привлекать к расшифровке иностранных специалистов, в том числе со стороны компании-производителя лайнера. Два этнических казаха, Кастер Мусакан и Мурагер Алимулы, которые бежали из Китая без документов еще прошлой осенью, останутся в Казахстане, но будут отбывать тюремный срок в колонии поселения за незаконное пересечение границы. Такой приговор сегодня вынес суд в городе Зайсан. Шолпан Разбеков продолжит. По 1 году тюремного срока каждому дали двум этническим казахам из китайского Синьцзяня, Кастеру Мусакану и Мурагеру Алимулы. Свой срок беженцы будут отбывать в учреждении минимальной безопасности. Это колония поселения. Но больше всего казахстанцев тревожило, выдадут ли их Китаю. Вот как свое решение судья Шинара Оспанова прокомментировала после того, как зачитала свой приговор. Кастер Мусакан и Мурагер Алимулы приговорены к лишению свободы на 1 год в учреждении минимальной безопасности, имеющем наиболее мягкий режим. У них есть полное право встречаться с родными. Вместе с тем, на основании 62 статьи Уголовного кодекса, в учреждении минимальной безопасности 1 день считается за 2. Поэтому содержание их под стражей 3 месяца и 3 дня будет исчисляться как 6 месяцев и 6 дней. То есть остаток срока составит 5 месяцев 24 дня. При этом суд не стал применять наказание в виде выдворения из страны в связи с их полным раскаянием. Оглашение приговора было назначено сегодня на 16 часов по времени Нур-Султана. До этого в нескольких городах страны прошли акции в поддержку Мурагера и Кастера. Активисты требовали оставить их в Казахстане и не выдавать Китаю. У самого же здания суда также собрались десятки людей. Они специально приехали из разных городов, чтобы выразить им свою поддержку. В итоге, несмотря на тюремный срок, это решение суда казахстанцы восприняли как победу. Напомню, этой осенью 2 этнических казаха без документов бежали из Китая. Сначала они рассказали журналистам в Алматы о давлении и пытках в Синьцзяне, и только потом добровольно сдались казахстанским властям. Во время следствия беженцы рассказали о причине бегства. В Синьцзяне им грозило тюремное заключение в лагерь, и поэтому они решили просить убежище на исторической родине, в Казахстане. В самом начале этого дела один из адвокатов Кастера и Мурагера, Бауыржан Азанов, еще во время следствия подал их документы в миграционную службу. Он просил выдать им свидетельство лиц, ищущих убежище. Такой документ мужчинам предоставили. Он находится в личном деле осужденных. Но статус беженца Мусакану и Алимулы власти Казахстана пока не предоставили. Узбекистан отказался вступать в Евразийский экономический союз. Об этом заявил президент страны Шавкат Мирзиёев на первом заседании Сената Оли Маджлиса. Союз он назвал интеграционным, но ряд российских СМИ отметили, что Мирзиёев имел в виду именно ЕАЭС. При этом глава государства отметил, что Узбекистан рассматривает возможность партнерства с ЕС в качестве наблюдателя. Мирзиёев заявил, что сначала нужно выяснить, является ли это приемлемым для страны в нынешних обстоятельствах. Цитата. «Наблюдатель не значит член, это вроде зрителя. Мы должны прояснить для себя, что нам подходит, что нет». Мирзиёев также добавил, что обсуждал эту тему с президентом России Владимиром Путиным и обо всем договорился. Правда, о чем договорился, неизвестно. Глава Узбекистана добавил, что придет время и он обо всем расскажет, но подчеркнул, что все действия были направлены на интересы народа и экономики. Разрешите высказать мнение об интеграции. Многие наши граждане работают в зарубежных странах, Казахстан и Россия. Мы не можем смотреть на это безразлично. Знайте одну вещь. Никто никогда никому не отдаст независимость. Независимость в руках президента, которому доверяет народ. Мы не будем членом этого союза. Я напомню, впервые о возможном вступлении Узбекистана в Евразийский экономический союз заявила спикер Российского Сената Валентина Матвиенко. В начале октября прошлого года власти Узбекистана подтвердили свою заинтересованность, но с оговоркой: решение будет принято после изучения всех плюсов и минусов. Узбекистанский политолог, сотрудник фонда открытого общества Алишер Ильхамов считает, что Узбекистан отказался вступать в ЕАЭС по нескольким причинам и прежде всего по экономическим. Членство в ЕАЭС, по словам Ильхамова, может помешать стране привлекать иностранные инвестиции и вести торговлю с другими государствами. Если вы начинаете торговать без тарифов или по низким тарифам со странами ЕС, что быть с другими странами, другими
экономическими партнерами, они оказываются в невыгодном положении, поскольку они должны будут платить таможенные пошлины по достаточно высоким тарифам, в то время как Россия, Казахстан и некоторые другие члены этой организации их не будут платить. Получается неравенство возможностей, и это может привести и к тому, что, в общем-то, инвесторы иностранные будут терять интерес к Узбекистану. Вот. И возникли такие рекомендации правительства, что давайте сначала рассмотрим вопрос вступления в Всемирную торговую организацию. И поскольку, по крайней мере, 3 члена ЕС являются членами этой организации, вступив в эту организацию, Узбекистан мог бы торговать с ними на условиях этой Всемирной торговой организации. Это значит тарифы в размерах 10 до 15%, что, в принципе, было бы неплохо для Узбекистана. Другая причина, по мнению Алишера Ильхамова, политическая. Он считает, что Россия оказывает давление на Узбекистан и пытается усилить свое влияние в Центральной Азии. Хотя эта организация по своему юридическому статусу не является политической, но очевидно, что это является для Кремля каким-то таким шагом по отношению в сторону восстановления некого такого статуса имперского, неоимперского статуса, что-то наподобие Российской империи или, скажем, СССР или Варшавского договора, при котором Россия получает контроль над определенными аспектами политической жизни страны, в первую очередь над внешней политикой. Скорее всего, по моему предположению, Кремль стремится в первую очередь установить контроль над внешней политикой Узбекистана. И это видно по недавним событиям, как только лишь Узбекистан не стал голосовать по украинской резолюции в ООН недавно, в ноябре месяце, в начале декабря, сразу же последовала реакция со стороны Кремля и было объявлено о визите Лаврова в Ташкент. Ильхамов считает, что президент Шавкат Мирзиёев опасается, что Узбекистан может утратить контроль над своей внешней политикой, если вступит в союз, а это может подорвать авторитет и легитимность самого Мирзиёева как главы государства. Сам факт того, что вопрос всесторонне не изучался, не анализировался, не просчитывалась ситуация на будущее, это является фактом, и правительство не может этого опровергнуть. И только сейчас они сталкиваются такими предположениями, что может случиться вслед за этим решением. Поэтому он решил не рисковать, чтобы не потерять легитимность, чтобы не допустить провала в определенных секторах экономики. Он решил дать задний ход немного и договориться о статусе наблюдателя. Такой компромиссный вариант. Вроде мы делаем шаг в сторону этой организации, но в нее не вступаем. Смотрите далее в нашей программе. Блогеру Нафасат Алушукуровой удалось сбежать из Узбекистана. Ранее за оппозиционную деятельность ее принудительно поместили в психдиспансер. Нам удалось встретиться с Нафасат и взять у нее эксклюзивное интервью о пытках, бесчеловечном отношении и многом другом. Физическое воздействие – это пытки. Меня таскали за волосы. К сожалению, я не могу рассказать вам обо всем. В заключение от меня в основном требовали показания против Дусназара Худайназара и Мухаммада Салиха. Кыргызстан и Таджикистан обменяются территориями. Договоренность достигнута на 2 приграничных участках. Об этом на заседании Комитета кыргызстанского парламента по международным делам рассказал вице-премьер Джениш Разаков. Он является главой рабочей группы по границе с кыргызстанской стороны. По словам Разакова, это участки в селах Аксай и Самаркандек в Баткенской области. Кыргызстанский вице-премьер также заявил, что рабочие группы 2 стран исследовали 120 километров границы. Они пришли к выводу, что 114 километров описаны правильно во всех 134 топографических картах, которые были подготовлены по итогам встреч 2 сторон. Дома граждан Кыргызстана и Таджикистана перемешались между собой. В некоторых местах они располагаются в шахматном порядке. Мы хотим привести их в порядок путем обмена территориями. По результатам работ переговоров, проведенных топографическими рабочими группами, у нас уже есть согласие обеих сторон по обмену 2 участками. Это участки Ары-Касты в селе Аксай Баткенского района и участок Самаркандек в селе Самаркандек. Отмечу, протяженность кыргызско-таджикской границы составляет 976 километров, а делимитированные и демаркированные только 504. Из-за этого между жителями приграничных населенных пунктов регулярно возникают конфликты. В 2019 году было зафиксировано 14 столкновений, а 10 января случился первый конфликт в этом году.
Вчера мы рассказывали, что блогер из Узбекистана Нафасат Алашукурова, которая в прошлом году 3 месяца по решению суда провела в Хорезмском психоневрологическом диспансере, уехала из страны. Алашукурова обратилась к согражданам и попросила не расценивать ее поступок как трусость или побег. Я напомню, заточение в психдиспансер последовало после того, как Алашукурова присоединилась к пешему маршу журналиста и поэта Махмуда Раджабова и его родственников из Хорезма в Ташкент. Всех участников акции задержали и приговорили к административным арестам. Алашукурова также арестовали на 10 суток, а после заявили, что у нее якобы начались некие психологические изменения. В решении суда также было сказано, что Алашукурова представляет угрозу для себя или окружающих. Ее освободили из диспансера лишь в конце декабря прошлого года. И вот Нафасат уехала из страны. Нам удалось связаться с ней. Редакторы нашей программы и журналист радио Озодлик Шухрат Бабаджанов записали интервью и с опальным блогером. Предлагаем вашему вниманию наиболее интересные моменты в переводе на русский язык. Нафасат, почему вы уехали из Узбекистана? Какая угроза существовала в отношении вас внутри страны? Предпринимались повторные попытки поместить меня в психдиспансер. Именно по этой причине я была вынуждена покинуть Узбекистан. Естественно, я расцениваю это как угрозу. Мне был поставлен диагноз шизофрения. Кроме того, 6 января приблизительно в 6 часов вечера в мое отсутствие ко мне домой пришли несколько лиц во главе с тем же Ливоном Амбарцумовым. Они хотели увезти меня и поставить на учет в Ташкентскую городскую психиатрическую больницу. Нафасат, во всяком случае, вы считаете себя абсолютно здоровой? Естественно, я считаю себя здоровой. Если говорить правду считается психическим заболеванием, то я спокойно могу назвать себя психбольной. Но я намерена пройти независимое обследование, чтобы доказать, что я являюсь абсолютно здоровой. Какие у вас еще планы на будущее? Я намерена продолжить свою блогерскую деятельность и заниматься защитой прав человека. А как вы сможете продолжить свою деятельность, находясь за пределами Узбекистана? Вы же теперь не сможете, как прежде, участвовать в пеших маршах с видеокамерой в руках. Сейчас я не могу рассказать вам обо всем, но в Узбекистане у меня есть партнеры, с помощью которых я намерена освещать события внутри страны. А какой у вас сейчас статус? Вы уже попросили политическое убежище или нет? Или же вы хотите немного отдохнуть, а потом снова вернуться в Узбекистан? Я попросила политическое убежище, жду ответа. Как вам удалось покинуть Узбекистан? Разве вы не находились под надзором? Вашего имени не было в списках пограничников в аэропорту? Я не знаю, есть ли мое имя в подобных списках, но если смотреть по закону, то у меня не было штрафов, запрещающих выезд из страны. Кроме того, я выражаю благодарность Обществу прав человека «Эсгулик» и моему адвокату, которые помогли мне покинуть страну. У меня не было никаких препятствий. Я неожиданно, никому не сообщая, выехала из Узбекистана. Сейчас вы находитесь за рубежом. Может, у вас есть что сказать нам? Рассказать о тех случаях, о которых вы не могли или стеснялись говорить, находясь в Узбекистане? Я хочу сказать, что в Узбекистане положение лиц, привлеченных к административной или уголовной ответственности, очень тяжелое. Я могу судить об этом на своем примере. После того, как меня привлекли к 10-дневному административному аресту, ко мне применялось как физическое воздействие, так и моральное давление. Физическое воздействие — это пытки. Меня таскали за волосы. К сожалению, я не могу рассказать вам обо всем. Заключение от меня в основном требовали показания против Дусназара Худайназара и Мухаммада Салиха. Вы расцениваете это как унижение или плохое обращение? В первую очередь, это является нарушением закона. Это противоречит закону о порядке содержания лиц под административным арестом. Во-вторых, они совершили бесчеловечные действия. В-третьих, это унижение, так как осмотр происходил при участии сотрудников мужчин. Мы уже слышали, что в органах внутренних дел на вас оказывали давление, но после того, как вас перевели в психдиспансер, вас навестили правозащитники и чиновники. Там вам задали вопрос о вашем состоянии, не мучают ли вас в психбольнице. Тогда вы рассказали им обо всем, что творилось с вами. Да, меня действительно навестили омбудсмен и представители комитета женщин. Я обо всем им рассказала. Говорила, что меня содержат в плохих условиях. Я просила их ознакомить меня с моими правами. Но они просто безучастно наблюдали за мной и не приняли никаких практических мер по фактам нарушения моих прав. Нафасат, вам известна дальнейшая судьба героев пешего хода в Ташкент? В частности, судьба поэта Махмуда Раджабова и членов его семьи?
Нет, после этого мы не разговаривали с Махмудом Раджабом. Махмуд Раджаб звонил мне один раз, чтобы узнать о моем состоянии. Я спросила его, как он себя чувствует. Он ответил, что хорошо. Но как сейчас обстоят его дела, мне неизвестно. Нафасат, что еще мучает вас на сегодняшний день? Меня сейчас беспокоит судьба моих детей, которые остались в Узбекистане. Я опасаюсь возможных угроз и давления в отношении них. Боюсь за их безопасность. Также боюсь, что могут возникнуть препятствия при вывозе детей из Узбекистана. Более 1000 таксистов в Душанбе могут остаться без работы. Городские чиновники запретили работать на авто, которые выпущены раньше 2014 года, рассказывает Анушер Ванарипов. Ахмад – таксист. Целыми днями он колесит по дорогам Душанбе. Своего авто у него нет. Машину арендует, поэтому, чтобы платить за нее и обеспечивать большую семью, ему приходится работать очень много. В ближайшее время он может лишиться работы, а значит не сможет кормить родных. Арендуемый им автомобиль 2007 года. Но по новым правилам частным извозом в ближайшее время смогут заниматься только владельцы автомобилей, которые выпущены после 2014 года. Новые правила приняты Минтрансом и столичными властями. Практически у 60% моих коллег старые автомобили. Почти все они арендуют свои авто. Люди работают сутками, чтобы расплатиться за аренду и накормить семью. По информации транспортного управления столицы, во всех предприятиях такси уже начались чистки. Чиновники говорят, что сегодня на столичных улицах работают более 2300 такси, и 1300 из них не попадают под новые стандарты. Такое решение было принято для комфорта и безопасности пассажиров. Чистые и новые машины, оборудованные более совершенными системами безопасности, гораздо лучше старых и потрепанных, уверены чиновники. В документе указано, в правилах безопасности транспорта внесен пункт, что автомобили, используемые при перевозках пассажиров, не должны быть старше 5 лет. Это в первую очередь нужно для того, чтобы обеспечить безопасную перевозку пассажиров в пути и повышение качества предоставляемых услуг для наших дорогих жителей. Качество услуг нужно повышать, но не в ущерб работникам сферы, уверен экономист Нуридин Каюмов. По его словам, о новых правилах стоило объявить хотя бы за год, чтобы водители смогли найти другую работу или создать новые рабочие места для тех, кто их потеряет. Теперь рискуют потерять работу около 1500 человек, которые в среднем содержат от 3 до 5 членов семьи. Когда сокращают где-то в какой-то сфере число людей, увеличивает число рабочих мест в другом, значит, в другой сфере. Переквалифицировать их. Но если они будут увеличивать армию безработных, это, конечно, не только проблема для семьи, но и проблема для всего общества. В транспортном управлении успокаивают, работа для водителей у них найдется всегда. Может, с меньшими доходами, но зато стабильная. Сегодня у нас есть возможности и условия предоставить работу таксистам, владельцам машин старше 5 лет. Работы много. Навскидку нужны водители для коммунальных служб города Душанбе. Если с улиц разом исчезнет более половины частных извозчиков, то это ударит также и по обычным жителям, уверен экономист Нуридин Каюмов. У людей возникнут сложности в передвижении по городу, потому что нехватка общественного транспорта в столице и так чувствуется постоянно. Анушер Ванарипов, Насим Исамов. Настоящее время Азия. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в прямом эфире круглосуточного телеканала «Настоящее время» в Ютубе. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго. Месторождения полезных ископаемых в Украине открытые и разведанные еще во времена Советского Союза. Часто десятилетиями остаются законсервированными, заброшенными и без хозяина. Чтобы частное предприятие получило право добычи на таких участках, существует процедура получения специальных разрешений на промышленную разработку месторождений, которая дает Государственная служба геологии и недр. Придерживаются этой процедуры далеко не все. Речь идет о компаниях, которые получили спецразрешение на добычу в области ценных руд тантала и золота. И совладельцы этих компаний вывели нас на одного из влиятельных украинских министров. Когда я вижу, как живут люди на Памире... Смотрите, как блестят. У меня перед глазами встают картины нашего с тобой прошлого. Подумали, что мы маджахеды, и обстреляли нас.
Я решила рассказать об этом в этих письмах.